Всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы будем играть с вами в очередную хоррор-игру. Она называется Welcome to Kowloon. Что ж, посмотрим, что у нас там ожидает. Давайте начнем новую игру. Окей, WSD Shift. Хорошо. Нас научили управлению. Как у вас дела? Как настроение? У меня в целом все хорошо. Kowloon World City 99. О, что с графикой? Ой, точнее, что такое? Почему все лагает? Под туманным небом Китая лежал Каолун, самый густонаселенный город, в котором расцветает нищета и бандитизм. Нам надо будет графику, наверное, чуть пониже сделать, а то что-то подлагивает. Однако для молодого студента первым насущным желанием является обрести дешевое жилье. Ну да. Логично. Так, что же нас там ждет? Опять всякие бабки, потому что там в главном меню была какая-то бабка. Что же его ждет внутри стен? Его ждет пизда. Так, чувствительность немножко увеличили. Графику немножко понизили. И пойдем, чтобы ничего больше не лагало. Так, пока ничего не понятно. Ну ладно. Но что-то здесь как-то не очень все. Все как-то захламлено, знаете. Немного напоминает Stray. Может быть, кто-то знает такую игру? Если кто знает, напишите в комментарии. Кстати, поставь лайк, подпишись на канал. Если ты сейчас это не сделаешь, я не продолжу играть. Все сделал? Ладно, все, поехали. О, наверное... здесь, походу, мы будем жить. А та дверь, которая была по соседству, это, наверное, наши соседи. Это какая-то местная коммуналка или что? Что-то так непонятно. Я снял комнату в квартире на 4-м этаже. Любопытство, вот это, знаете, до добра не доведет. Вот это вот. Что? Собака! Бедная собачка. Наверное, проголодалась. Собака. Я тебе что-нибудь принесу. Обязательно. Обязательно что-нибудь принесу. Так, ну это вроде 3-й этаж, да? А мы живем на 4-м. Мы же живем на этом этаже, получается. На самом верхнем, да? У них наси шум. Их аж с 1-го этажа слышно. Что тут коридоры в коридоре, внутри коридоров? Так, вот, походу, наш. Я ушла, ключ оставила в магазине. Он находится на улице рядом с подъездом. Да, ты шутишь? Рядом с подъездом в магазине.
О, чую, у нас тут будет какая-то загадка, что ли, с этими электрощитками. Нифига себе здесь звук. Если вы в наушниках, вам это, я думаю, очень понравится. А, собака! Что такое? А что ты встал? Ты проснулся? Да, но у меня ничего нету для тебя. Инвентарь у меня не открывается, извини. Что делать? Заперт. Кто-то плачет. Фу, ну и запах. Собакен. Ты немножко пугаешь, если честно. Как же тут грязно. Здравствуйте, я новый жилец, я... Ой. Ну, это было предсказуемо. Здесь что? Похоже на небольшую подсобку. Сигарета? Тут нет ничего. Блин, вот этот давящий звук, он вообще, он так на нервы действует. Ни хрена себе тут, кстати, провода, я только сейчас заметила. Так, в магазин. Ну, выходим, получается. Рядом с магазином. А, в магазине рядом с подъездом. Что-то такое было. Тут бы еще разобрать, где тут магазин, а тут... Господи. Похоже, это тот магазин, о котором писала хозяйка квартиры. Ключ должен быть где-то тут. Где-то тут. Корм для собачки. Взяли корм для собачки. О. О, давай здесь... О. Давай лучше здесь переночуем. Здесь как-то почище, что ли. А вот это можно дверь открыть? Ага, нельзя. Что-то люди затихли. Резко так. Так. Что такое? Так, тихо. Не надо мне тут это, та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Сейчас обязательно накормим пса. Не забудем. Сволочи. Да хватит. Уже звонили. Так, собака, мы тебя сейчас покормим. Кушай, мальчик. Кушай, кушай. Я тебе и вообще прям могу все это оставить. А тут вроде этого не было. Я чуть не помню, чтобы тут что было. А что ты на этот счет ничего не говоришь? Странно, ладно. Это типа аварийный вход, что ли? А, реально, смотрите. Так, окей. Ну, походу, нам сюда же вот надо. Да, мы сократили немножко путь, потому что там обвал такой был. Так, тихо, не надо лагать. Ура! Так, дверь, открывайся. Открывайся.
Жесть тут. Я буду здесь жить? О, боже мой. Тут унитаз, как в этом, в «Паразитах». Кто смотрел «Паразиты», ставьте лайк. Жесть, офигеть. Не, на самом деле, мне нравится вот эта вся обстановка в плане эстетики какой-то. Могу предположить, что это комната хозяйки квартиры. Вот и моя комната. Это типа не открывается, что ли? Так, ну давайте еще немножко осмотримся, что тут есть. Здесь у нас есть холодильник. Дверь на балкон закрыта. Хорошо. Здесь у нас есть кухонка. Мы можем здесь кушать, мыть посуду, готовить. А еще у нас здесь открывается вид на город. И он какой-то жуткий. Это мотыльки летают. Чё, спад? Получается. Все. Спокойной ночи, сладких снов. Он просто разложил свои вещи. Как же хочется горячего чая. Хочется, да, расхочется, слушай. Ну, пойдем, сварим тебе чай горячий. Так, ну у нас тут вот была кухня. Сейчас мы здесь приготовим тебе чай. Так. Чай. А где чай? Извините. Мне нужен чай. Может быть, здесь надо взять? Чай. Давай возьми чай. Но нам же не выходить отсюда. Нет, в унитазе навряд ли есть чай. Тем более горячий. Так, ну давайте еще раз на кухню сходим. Может, я что-то пропустила. Вот чайник же есть. Ой, господи. Логично же, что это. Я просто думала, там, может быть, есть. Так, тихо, я пью чай. Все, теперь спать. Думаю, пора в свою комнату. Так, не надо вот эти звуки всякие. Воу. Мне страшно, я хочу домой. Старуха сошла с ума. Я уже долгое время не могу выйти даже в подъезд. Нас, наверное, это должно было напугать, скорее всего. Но что-то мы не обратили внимания. Что за бред? Но на всякий случай стоит проверить входную дверь. Входную? Замок висит, да ладно. Похоже, хозяйка уже пришла домой, закрыла квартиру. What the fuck? What the fuck? Здравствуйте. Ладно, не буду вас беспокоить. Вы, видимо, не хотите разговаривать. Я, наверное, пойду. Спрячусь. Да почему дверь все время открывает? Не смей выходить ночью на улицу. Да я с удовольствием, конечно. Нужно найти способ выбраться. Да в смысле? Мы еще только заехали. Чё ты паришься-то?
Я думаю, тут, наверное, за нами никто бегать-то не будет. Хотя у нас shift работает, слушайте. Чайник вскипел. Че, опять чай попьем сейчас? Или что? О. О. Она что, пошла в этот? Уа! Круто! Расчлененка. Класс! Замок, смотрите, замок, замок. Давайте, давайте, выйдем отсюда. Выходим. Ключ не подходит. А к чему он подходит? Может, к замку? Ой, ну к этому, вы поняли, к сундуку, который у нас в комнате находится. А, это не сундук. Почему я подумала, что это сундук? К чему тогда? А что мы видели такое, чтобы можно было открыть? Ёбаный в рот! Фу, блядь. А чё такая женщина огромная? Вау! Здравствуйте. А у вас есть ключ? Нет? Ну ладно. Так а что делать тогда? Ой, блин, хватит прыгать. Сука. Ай, тваря. Ну, мы взяли какой-то ключ, наверное, он нам поможет потом в будущем. А. Так, ладно, это мы читали. О, таракашки появились. Так, ничего не видно. Ну да. Точно. Опа. Мы прошли в какую-то другую локацию. Свечечка. Что здесь? В последнее время в городе начали твориться странные вещи. Я чувствую себя тут в опасности. Но надо доделывать ремонт и съезжать поскорее. Кто-то ходит там. Да ладно. Чё? Не страшно вообще. Мы не такое видели, да? Даже. Мы же с вами не боимся. Если вы не боитесь, то отписывайтесь от канала. Да, хватит. Вау, вот это звуки. Прям как будто у меня в комнате что-то рухнуло. Ну, здесь навряд ли от нее можно как-то спрятаться. И в таких узких проходах навряд ли можно еще и бегать от нее. О! О! Как страшно! О, тело висит. Тело же висит. Или что там? Не видно, короче.
О, фонарик. Да блин, вы издеваетесь? О, понятно. Так. Д. Так, нам надо картины, короче, осматривать. Первое это Д. Да хватит. Где? Ой. Где? Так, где А? Четвертое А, где А? Деса. Деса. Десай. Десай. Ой. Десай. 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 Ладно, так. Де? Ага. Ага. Там кто-то дышал, слышали? Прям в ухо. В ушко мне дышит прям. Чё? А, нет. Показалось, думала, взаимодействовать можно. Ага. Глазки. Типа. Ага. Так, с этим ни с чем взаимодействовать нельзя. Ах. Так, ну я бегать не буду. Теперь надо бегать.
чё, в смысле? Блин, ладно. Что-то вот эта тряска, конечно, причина тряски вообще не очень нравится. Так, погоди. Ты чё, идиот, что ли? Жесть. Вот это, конечно, по ушам долбит. Бля, нихуя не вижу вообще. Выхода нет. Код 5913. Хорошо, хорошо. Не страшно, иди в жопу. 5913. Так, 5913. Вы меня не отвлечете, идите в жопу. Жесть, просто жесть какая-то. Ага. Так, подожди. А там что? Там видели какой-то этот? Теперь я на улице. Осталось найти выход из города. Так, не поняла. Там что-то какое-то красное, здесь какое-то все белое. Я туда больше не вернусь. А что-то... Та-та-та-та-та. А мы что, оттуда, что ли, вышли? 5913. Ну, ладно. Пятьдесят девять 13, запомните. То есть туда ты больше не вернешься, а здесь что? Здесь прям идиллия, что ли? Пятьдесят девять 13. Нет. Ага. 59 13. Так. Опа. А вот и выход. Ага. Прям тебя так и взяли и отпустили. Но нужно найти, чем разрезать цепи. Цепи. Там что-то есть, но у меня нет денег. Так разбей. Чё, разбить нельзя, что ли? Так, а там... Ну нет. Ну опять. Чё, нужны деньги, что ли? Или чё? Жесть, тут узко так. Это очень-очень сильно влияет на психику. Типа клаустрофобия, там все дела. Лифт не работает, в генераторе закончился бензин и сломался рычаг запуска. Класс. И где мне теперь искать рычаг и бензин? Ну, рычаг мы знаем где.
Бензин мы найдем. Нам нужны деньги в первую очередь. Да хватит. Хватит. Так. А что, здесь все двери закрыты? Окей, ладно. Ты прыгать не умеешь. Можно было бы допрыгнуть. Так, а что тогда? Ну, наша, наверное, цель это лифт, да? Нам нужны деньги. Где деньги? Где деньги? Окей. Я не знаю, где деньги. Но рычаг вон там. Это мы уже поняли. А, смотрите-ка. Открылось. Опа. Давай я тебе кое-что покажу. Загляни под камень около качели. Можно? Не надо. 59-13, кстати. Здравствуйте. Кто-то там ходит. Опять. Так, ну давайте посмотрим, что там под качелями у нас. Ха-ха, а теперь в красный холодильник. Мы лом свой выбросили, да? Ну, конечно. Жесть тут. Пространства вообще никакого нет. Клаустрофобия только так развивается. Это все так давит, просто вы не представляете. Я уже хочу поскорее это все закончить. Ты видел во дворе розовую ткань? Не хочешь посмотреть, что за ней спрятано? Розовую ткань? Какую розовую ткань? Тут закрыто. Так, еще раз, что там? Во дворе. Так, вот. Здравствуйте. Красивое у меня убежище, правда? Я тут пряталась от всего ужаса, который начал твориться в моей семье, да и вообще во всем городе. Хорошо, что чего уже не осталось ни одной живой души. Коулуни, эта монета тебе пригодится. Точно, спасибо. Возьми. Так. Интересно, а нам дадут какую-нибудь плюшку за то, что мы накормили песика? Такая, знаете, успокаивающая атмосфера здесь. Котики всякие, собачки, хоть немножко передохнуть. Такая, знаете, сейф-рум зона. Так, ну теперь мы можем достать рычаг. 59-13. Тут... Так, погодите, а где это было? Так, это не тут. Где-то вроде коридор должен был быть. Чтобы отсюда... вот тут вроде. Да, вот тут холодильник.
Тихо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. 59-13. Да что такое с фонариком? Они хотят выселить нас с нашего района. Правительство от всех скрывает то, что мы тут умираем. А вот и канистра с бензином. Где? А, вот это что ли? Да все, я ухожу. Опять сосед напился. Да. Вот сюда нам надо. И вроде потом наверх. 59-13. Вроде сюда надо. Сука, да не страшно, блядь. Не знаю, нажала там на какие-то всякие кнопки разные. Вроде там было написано, что это Китай, но лифт похож на наш российский. 59-13. Поспать? Давай поспим. Угу. Вы меня своей вот этой музыкой не удивите. Вы хотите, чтобы я успокоилась, типа на чиле, на расслабоне, а потом как хрясь так за яйца, которых нет. О, здорово. Так, ну походу там двери. Да, вот это не закрыто. Ну все, возвращаемся, получается. Так, сейчас, короче, распилим. Ну, не распилим, а... Ну, вы поняли, цепи эти, короче, откусим. Прокусим. И мы свободны. Надеюсь. Интересно, что же тут случилось? 59-13. Тетя Бака. Да, ты меня тут ждешь-то. Ты хороший мальчик. А ты со мной пойдешь? Ой. А Собакен что, не со мной пойдет? Слушайте, что-то как-то мне теперь жалко людей стало. Что-то здесь произошло. Там же было написано, что правительство скрывает что-то. Может быть, здесь какой-то вирус, может, радиация какая-то случилась. Что-то как-то грустно даже, знаете. Типа люди сошли с ума. И тут один еще Собакен только остался. О. Машина. Беги.
А что за код, кстати, 5913? От чего это было? А собачка? Блин. А что с Собакеном будет? За последнее время поступает много сообщений в полицию от людей, побывавших в Коулуне. По их словам, они видели город, которого нет. Коулун, город-крепость, снесенный 5 лет назад, был одним из худших городов Китая. Незадолго до сноса в нем произошел всплеск преступности и необоснованных убийств. Многие говорят, что правительство было готово пойти на ужасные поступки, чтобы снести Коулун. Здравствуйте. А Шабака? Блин, а Шабака? Ну, еще код откуда-то там надо было применить. Ну, елки-палки. Ну ладно, если... Эх, ладно. Что ж, тогда вот у нас такая будет концовка, не знаю. Я надеюсь, с собакой все будет хорошо. Я теперь буду думать, блин, об этой собаке, что же с ней будет-то. Может, нам надо было ее как-то с собой взять, что ли, или что? Блин, ладно. Ну, напишите в комментариях, может быть, вы знаете, что там может случиться с собакой, там можно ли ее с собой взять или нет. И от чего этот код? Может быть, этот код от самого сюжета, что в реальности произошло в этом месте. Блин, вот знаете, теперь мне как-то интересно стало, что же там случилось с ними. И этих людей как-то уже немножко жалко стало. Мне уже в конце уже стало не страшно, а наоборот жаль их всех. А на этом мы будем с вами заканчивать. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся уже в следующей серии, в следующей части. Все, всем пока-пока.